Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И в этом уроке мы продолжаем изучать падежи казахского языка. В данном уроке мы рассмотрим родительный падеж элик-септек. Элик-септек отвечает на вопросы кымнын, ненын. Кымнын переводится как «кого», ненын – «чего». Также возможны варианты как чей, чья и чье. Теперь давайте рассмотрим, какие падежные окончания прибавляются в родительном падеже. Окончание дын, дын. Данное окончание прибавляется после сонорных букв «р», «л», «у» и краткое, также звонких букв «ж», «з» и после гласных букв «и», «ю». Рассмотрим данное окончание на примерах. Пример «жер» переводится «земля». Оканчивается на сонорную «р», значит мы и должны прибавить мягкое окончание. Получается «жерден». Следующий пример «кагаз» – «бумага». Оканчивается на звонкую «з». Слово твердое, значит и окончание должно быть твердое. Кагаздын – жель, ветер. Слово мягкое оканчивается на сонорную «л», значит и прибавляем мягкое окончание. Жельдын. Также родительный падеж используется в притяжательной форме, как в следующем примере. Жанардын баласы. То есть к слову жанар мы используем родительный падеж, прибавляется окончание дын, так как слово оканчивается на сонорную «р. А вот слово баласы здесь уже прибавляется притяжательное окончание третьего лица. То есть здесь мы должны задавать вопрос и не путаться, к какому слову прибавлять какие окончания. То есть задаем вопрос: ребенок чей? Ребенок жанар. Значит чей относится к слову жанар. Поэтому мы должны к имени жанар прибавить окончание в родительном падеже. Получается жанардын, то есть ее ребенок. А уже ребенок отвечает на вопрос кто. И здесь к слову «бала» мы прибавляем притяжательное окончание в третьем лице. В данном случае притяжательное окончание «с», которые выделены красным шрифтом. Следующее окончание «тын», «тын». Данное окончание прибавляется после глухих букв, а также после букв «б», «в», «г», «д». Также рассмотрим эти окончания на примерах. Слово «кыс» переводится как «зима», оканчивается на глухую «с». Слово твердое, значит и окончание мы должны прибавить твердое. Получается кыстын. Следующий пример. Ит – собака. Оканчивается также слово на глухую т. Слово мягкое, значит и должны прибавить мы мягкое окончание. Иттын. Следующее окончание. Нын, нын. Данное окончание прибавляется после гласных букв, также букв м, н, н и после притяжательной формы третьего лица. Рассмотрим на примерах. Коян переводится как заяц. Оканчивается на букву «н». Слово твердое, значит и окончание мы должны прибавить твердое. Получается кояннын. Следующий пример. Бала – ребенок. Оканчивается на гласную букву слово бала, значит мы прибавляем окончание нын. Слово твердое и окончание прибавляем также твердое. Следующий пример. Онын арманы. Это притяжательная форма третьего лица. И здесь мы прибавляем окончание нын, так как слово арманы твердое. Получается онын арманы нын. То есть онын остается без изменения, а к слову арманы мы прибавляем окончание родительного падежа. Теперь рассмотрим родительный падеж во множественном числе. Слово балалар – дети. Чтобы не путаться, сначала мы должны к слову в единственном числе бала прибавить окончание множественного числа, то есть лар. Получается балалар. А уже после того, как мы образовали множественное число, мы после этого только прибавляем окончание родительного падежа элик-септек, в зависимости от того, на какую букву заканчивается слово. То есть получается балалар, оканчивается на сонорную «р», и мы прибавляем окончание «дын». Слово твердое, значит и окончание мы должны прибавить твердое. Получается балалар дын, то есть отвечает на вопрос кымнын балалар дын, то есть детей. В именительном падеже будет дети, а в родительном падеже будет кого детей. И также в следующем примере. Гульдер – цветы. Гюль – это цветок. Сначала мы прибавляем окончание множественного числа. Так как слово мягкое, окончание множественного числа мы сначала прибавляем такое же мягкое. Получается гульдер. И после этого прибавляем окончание родительного падежа. Так как слово мягкое, значит и окончания родительного падежа также должны быть мягкие. Получается гульдердын. Отвечает на вопрос ненын, гульдердын. Для того, чтобы запомнить окончание родительного падежа, достаточно в голове держать такую фразу тендынын. То есть так вам будет легче запомнить. Эта фраза легко запоминается, не составляет труда ее выучить за несколько дней.
И здесь нужно лишь помнить то, что вы запоминаете твердый вариант тын-дын-ын, и соответственно существует еще и мягкий. То есть если вы выучите вариант твердых окончаний, то вам не составит труда и вспомнить вариант мягких окончаний. Попробуйте, потренируйтесь, потратьте на это несколько дней, и думаю, вам не составит труда выучить падежные окончания родительного падежа. Ну а на этом данный урок завершен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.